Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар? Бүгін бізде 40-шы сабақ. На сегодняшнем уроке мы продолжаем тему прошлых уроков. Сейчас мы рассмотрим еще один вид примеров прошедшего продолженного времени. Сегодня к основе глаголов настоящего времени добавляем два аффикса, чтобы они перешли в прошедшее время. Это суффикс причастия «кан» и окончание жатсептік «да». Итак, бара жатыр идет. Бара жатқанда, когда шел. Келе жатыр идет сюда. Келе жатқанда, когда шел сюда. Айтып жатыр говорит. Айтып жатқанда, когда говорил. Қарап жатыр смотрит. Қарап жатқанда, когда смотрел. Такая комбинация аффиксов, добавленная к основе глагола, будет отвечать на вопрос «не істеп жатқанда» или «қашан». Переводится «когда что-либо делал» или же «когда». Но здесь сразу нужно оговориться, если поставить индикатор времени «ертең» или вторая часть предложения будет стоять в будущем времени, то эти глагольные формы будут переводиться «когда будешь идти», «когда будешь говорить», «когда будешь смотреть». И на этом уроке оставляем те же примеры для того, чтобы в голове ярко сохранилось то, что одну и ту же мысль можно передать несколькими способами. Теперь давайте добавим аффиксы к основам глаголов в данных предложениях, поднесем вторые половинки предложений и переведем. Итак, добавляем аффиксы. Қызыл телпек орманда келе жатыр, красная шапочка идет по лесу. Қызыл телпек орманда келе жатқанда, когда красная шапочка шла по лесу. Ол кітап оқып отыр. Она читает книгу. Добавляем аффиксы. Получается, когда она читала книгу. Жігіт машинасына қарай бара жатыр. Жігіт машинасына қарай бара жатқанда, когда парень шел к своей машине. Қыз бөлмеге кіріп бара жатыр. Қыз бөлмеге кіріп бара жатқанда. Когда девушка входила в комнату. Добавляем вторые половинки. Қызыл телпек орманда келе жатқанда, алдынан қасқыр шықты. Когда красная шапочка шла по лесу, навстречу вышел волк. Ол кітап оқып отырғанда, біреу есікті түртті, ол тұрды. Когда она читала книгу, кто-то постучал в дверь, она встала. Жігіт машинасына қарай бара жатқанда, жерге бұтақ құлап түсті. Когда парень шел к своей машине, на землю упала ветка. Қыз бөлмеге кіріп бара жатқанда, тоқта деген сөзді естіп тұрып қалды. Когда девушка входила в комнату, услышав слово «стой», она остановилась. Рассмотрим еще больше примеров. Добавляем к основе глаголов аффиксы. Біз далада қыдырып жүрміз. Мы гуляем на улице. Добавляем генде, и предложение меняется. Біз далада қыдырып жүргенде. Когда мы гуляли на улице. Мен теледидар қарап жатырмын. Я смотрю телевизор. Мен теледидар қарап жатқанда переводится когда я смотрел телевизор. Ол сабаққа бара жатыр. Он идет на занятие. Ол сабаққа бара жатқанда, когда он шел на занятие. Теперь добавляем вторые половинки. Біз далада қыдырып жүргенде жаңбыр жауып кетті. Когда мы гуляли на улице, пошел дождь. Мы бы еще гуляли, если б не было дождя. Мен теледидар қарап жатқанда, телефонға хабарлама келді. Когда я смотрела телевизор, пришло сообщение на телефон. Ол сабаққа бара жатқанда досын кезіктірді. Когда он шел на занятие, встретил друга. Ну что мы здесь видим? Во всех этих примерах мы видим, что происходит второе событие, когда первое событие началось, но еще не закончилось. И это явление мы отнесем к прошедшему продолженному времени. Итак, мы рассмотрели примеры прошедшего продолженного времени. Теперь давайте посмотрим на формулу. Формула такая. Негіз плюс ып плюс жат
тур, отыр, жүр плюс қанда, ғанда кенде плюс зат есім плюс етістік. В отличие от примеров предыдущих двух уроков, где части предложения были равнозначны между собой, в рассмотренных на данном уроке примерах первая часть предложения зависит от второй части, поэтому в формуле добавлена схема второй части предложения. Потому что именно вторая часть предложения является главным, а первая часть указывает на время действия главного предложения и отвечает на вопрос «Кашан, когда?». Если сказать по-другому, то рассмотренные предложения можно назвать сложно подчиненные предложения с придаточным времени.